и бол дасма олышты. Хана бьявкафет вейвейс вок чок бокарбу стадион динамия хана ويدي خل ساعة ضغط بجلس خل ساعة قيد Чеченской Республики. Если вы помните, 1,5 года тому назад, на первом нашем съезде, 25 ноября 1990 года, мы с вами торжественно приняли декларацию о государственном суверенитете Чеченской Нохчи Республики. Конечно, жизнь, подчиняясь законам диалектики, не стоит на одном месте. Все меняется. И я где-то согласен, что некоторые положения из этой декларации, может быть, и устарели, и не отвечают сегодняшним условиям. Но в этой декларации
Конституции есть такие положения, которые имеют очень важное и очень принципиальное значение. В том смысле, что там дана четкая система и структура государственно-правовой организации суверенной Чеченской Республики. У нашей первой декларации, которая была принята на первом нашем съезде. Я имею в виду 5-ю статью декларации, которая гласит: гарантия полновластия народа и полного демократизма Чеченской Республики как правового государства, призванного отражать демократические традиции народа, является следующая система государственно-правовой организации Чеченской Новой Республики. Первое. А. Народный съезд. Б. Верховный Совет Чеченской Республики, состоящий из 2 палат. Первое. Палата старейшин. Второе. Палата народных депутатов. В. Президент Чеченской Республики. Г. Конституционный суд Чеченской Республики. Именно в целостности эта система может эффективно функционировать как механизм правового государства. Тем более, что эта система единодушно была одобрена и принята съездом народа, и значит, никто, кроме самого народа, съезда народа, не вправе ни пересматривать эту систему, ни разрушать, ни тем более отклонять. В связи с этим вызывает закономерное недоумение, что такой важнейший институт народовластия, каковым является съезд народа, а также двухпалатная система Верховного Совета, в Конституции Чеченской Республики, которая недавно парламентом была принята, вообще не упоминается. Однако из выступления на вчерашнем заседании нашего съезда Сусманбекова получается, что за исключением одного только пункта все положения декларации уже полностью выполнены. Это неверно. Предлагая указанную систему государственно-правовой организации Чеченской Республики именно в такой целостности и в такой последовательности на обсуждение делегатов первого съезда чеченского народа, мы руководствовались следующими принципиальными соображениями. Народный съезд, который мы сегодня называем Конгрессом, в системе государственно-правовой организации Чеченской Республики это Конституция узаконенная форма выражения суверенной воли народа, являющаяся основным источником государственной власти в нашей республике.
Und في ألدي بتعندا إيردا نجاسان تو خاصك جد كلاحة إز ميكروفون وجعيو مستقينا تو جد دجا خاصك جلا تجنسين يعدو فقط يقول أبو صوتك أرجمنتيرا وانا интерпретация صوت ياشا في выступлении يريو هذا ده شيء Совсем недавно наш парламент принял Конституцию Чеченской Республики. Совсем недавно наш парламент принял Конституцию Чеченской Республики. Это, безусловно, очень важное историческое событие в истории нашего народа. Это очень важное историческое событие в жизни нашего народа, принятие Конституции нашим парламентом. Ибо принят основной закон, закрепляющий государство.